Конотопская битва стала крупнейшим поражением Москвы с начала 17 века. Более того, никогда после того царь Московский не был уже в состоянии вывести в поле такого сильного ополчения, и ужас напал на Москву. Царствующий град затрепетал за собственную безопасность. В августе по государеву указу люди всех чинов спешили на земляные работы по укреплению Москвы. Окрестные жители с пожитками наполняли Москву. Между тем Мехмед Гирей вернулся в Конотоп, но застал там лишь лагерь, брошенный бежавшими в панике русских. Хан развил достигнутый успех, разорив московские приграничные крепости и деревни. Через год, 4 октября 1660 года, польско-крымско-татарское войско одержало еще одну блестящую победу под Чудновом. Союзники попытались отрезать русских от коммуникаций, чтобы те не могли получить никакой поддержки или известий. И это вполне удалось. Шедший к ним с севера для усиления корпус был разбит Адиль Мирзо еще на дальних подступах. Во время атаки на лагерь, по обозу и самому русскому войску было выпущено огромное количество горящих стрел, которые не только поджигали телеги и курени, но и вонзались в лошадей. В битве пало 8000 солдат, а предводитель русских Шереметьев был взят в плен и отправлен в Крым. Выговский был лишен гетманской булавы за то, что заключил союз с Крымом, направленный против России. На место опального гетмана был поставлен сын Хмельницкого Юрий. Однако он был не похож на своего отца. Ему так и не удалось стать ни военным, ни политиком. После битвы под Чудновом Юрий Хмельницкий присягнул королю Польши. Когда эти вести достигли Москвы, реакция была соответствующей, но она вызвала бунт на территории Украины. Кремлевская политика привела к тому, что русского войска в Украине больше не существовало. Походы конца 1650-х годов были последними, совершенными столь крупными силами. Периодически хан оказывал поддержку и казакам, и полякам, но в основном все силы ханства были отданы обороне Крыма. Очевидно, произошел некий перелом в этнопсихологии крымцев. Они оставались людьми воинственными. Этого требовала окружавшая ханство среда. Но отныне ханы ограничивались лишь дипломатическими протестами против явной экспансии русских. Былую воинственность сменила мирная политика сохранения международного равновесия, принятая Ислам Гиреем III, которая продолжалась теперь и его преемником. Чем дальше, тем менее склонен был Мехмед Гирей к набегам, пытаясь решать спорные вопросы с соседними странами посредством переговоров. Все больше времени хан уделяет храмовому строительству, общественной деятельности и стихосложению. Как поэт он был известен под псевдонимом Кямиль. А самое известное из построенных им зданий – это Бахчисарайское текие ордена Мевлеви. Эта склонность к мирному строительству повлекла за собой политический холод между крымскими татарами и казаками, не вдохновляли на подвиги крымцев и отношения с портой. В то время как Мехмед Гирей бил русских под Чудновом, Очаковский паша по приказу из Стамбула выставил крымских татар из-за Кермана. Более того, угнал множество овечьих отар
ограбив местных жителей крымцев. Кроме внешних проблем, не меньшую тревогу у Мехмед-Гирея IV вызывали и внутренние политические неурядицы. Сильный и многочисленный род Мансуров боролся с великим беем хана Сефир-Гази, который был популярен среди простого народа. Для предотвращения новых гражданских столкновений хан был вынужден казнить его. Но начались повсеместные волнения, в результате которых Мехмед-Гирей был смещен с престола. После этого он прожил какое-то время в Дагестане и в 1675 году умер вдали от родины. Его сын Джанибек-Гирей перевез останки отца в Крым, в Бахчисарай, где и похоронил возле большой мечети хан-сарая. Так закончился период великих походов Мехмед-Гирея и казаков во главе с Иваном Выговским. Мудрый хан всю свою жизнь посвятил укреплению международного положения Крымского ханства. Мехмед вел свою политику осторожно, вступая в союз с поляками и украинскими казаками против Москвы. Великоимперские планы северо-восточного соседа ждали удобного случая, а крымские ханы стремились жить в мире со своими соседями и отказались от завоевательных походов. Теперь их единственная задача заключалась в обороне своего государства.